сегодня мы проводим круглый стол на тему «Успешная социализация выпускников колледжа и удовлетворение потребностей отрасли геодезии высококвалифицированных кадров». Цель круглого стола – формирование общих и профессиональных компетенций, повышение мотивации обучающихся, знакомство преподавателей с новшествами на производстве. И также у нас задача сегодняшнего круглого стола – обновление и углубление знаний в области геодезии и картографии, знакомство с новыми знаниями, которые применяются на производстве в данный момент, в настоящее время, привитие профессионального интереса наших преподавателей и освоение современных программных продуктов преподавателями колледжа для потом последующей подготовки конкурентоспособных специалистов. Хотелось бы наш семинар начать с такой цитаты, что будущим нашей страны являются выпускники колледжа, да? Не случайно эта цитата взята. Сегодня у нас в гостях Айтымов Алмаз Айтымулы, выпускник Высшего колледжа геодезии и картографии 2015 года. В настоящее время работает инженером-геодезистом в строительной компании Сенсата Групп. Имеет свой YouTube-канал Алмаз Айтымов, правильно? Да. Я исследовала. По специальности снимает различные видеоуроки и загружает на свой YouTube-канал. Также у него имеются методические указания в формате Word, Excel. В области геодезии работает уже 7-8 лет. Я знаю, что наши преподаватели активно пользуются вашими ресурсами информационными. Вот Ирина Ивановна говорила, да, что вы активно применяете на уроках на своих. И вот сегодня мы в наших стенах чествуем, ну, можно сказать, вы у себя дома. Поэтому слово предоставляется Айтымову Алмазу. Спасибо. Поздравляю всех вас с Новым годом. В этом выступлении я хотел поделиться со своим опытом. За свою трудовую деятельность я сделал более 100 проектов, завершил более 1000 чертежей, выпустил, более 10 тысяч часов обработки, в частности в автокаде, и более 100 тысяч километров пройденного пути, считая пешим, на машине, на самолете и так далее. Мое образование я окончил в 2015 году данный колледж геодезии и картографии, тогда он так назывался. В 2020 году окончил Сибирский государственный университет геосистем и технологий по специальности инженер-геодезист. И дальше занимаюсь самообразованием. Самообразованием занимаюсь вообще со времен колледжа. Как и вы все, некоторые из преподавателей или даже студентов проходил практику учебную за стенами колледжа. Видите, вот перед вами 2013 год, практика студенческая вот во дворе нашем. Также участвовали в геодезической эстафете, выиграли призовые места первые. Вот обрабатывали чертежи руками вот тогда. Ну, классика. Следующий. Чертили вот тушью. Здесь вот видите, у нас площадь очень небольшой. А сейчас в данное время уже занимаюсь вот большими чертежами, обрабатываю в основном в автокаде, в Сил 3D. Здесь вот для информации площадь радиусом 7 километров для информации. Вот с чего все началось, это у нас производственная практика. В 2014 году проходили в ТО Каспгео, тогда занимался в основном полевыми работами, топографическая съемка, обновление топографической информации на производственном участке. Занимались вот топографическая съемка, работали с приемниками Trimble R7, с контроллером TSK-3. Также мы тогда занимались геодезической инспекцией, проверяли работы других геодезистов, вторичной съемкой. Работали вот с приборами, вот, как видите, нивелир Leica, тахиометр Leica TS-09 и цифровой нивелир DNA 03 для высокоточного нивелирования. Вот непосредственно вот установка базовой станции над известным пунктом. Потом вот трудовая деятельность.
2015 года устроился в Каспио, где проходил производственную практику. Начинал с полевых работ. Тогда занимались строительством магистрального нефтепровода Кашаган. От Кашагана до завода Карабатан. Потом мне попался очень крупный проект, очень ответственная работа. Это обновление топографической информации на территории завода. Это очень большой объем был. Тогда у меня опыта работы вообще не было, в частности в автокаде. И с этого момента я начал изучать, обрабатывать. Очень много трудился, днями и ночами работал. Дальше. В следующем 2017 году также занимались геодезической инспекцией. Проверяли рельсовые пути, вертикальность факельного сооружения. Дальше. Вот в 2017 году наша фирма взяла объем. Это объекты были Казмная газа, месторождения. Там очень много объектов было. И с этого момента я начал еще дальше углубленно изучать обработку. То есть составлял топографические планы в автокаде. Также днями и ночами изучал. Ну, первые бригады у нас отправились, и они все данные мне отправляли. Я сидел, обрабатывал. Днем еще занимался работой, вечером также дополнительно занимался обработкой топографии. Здесь я ни о каких финансах не думал, только работал, изучал. Дальше, следующий. Вот, как видите, вот результаты работы той топографии. Вот здесь сам план, также еще профиль. То есть мы занимались линейным изысканием, изысканием для линейных сооружений. Делали карту, план-профиль совмещенный с геологическим разрезом. Потом второй бригадой я сам дальше отправился в поле, тоже работал, съемкой занимался. Дальше. Ну, 17-й год в основном на территории завода работали, там занимались планово-высотным обоснованием территории завода, делали полигонометрию, микротриангуляцию, нивелирование. Дальше. В 2018 году работал, то есть отправили в командировку на базу морской поддержки Баутино, Кашагана. Вот можете увидеть вот эту большая область. Дальше. Проверяли различные сооружения на деформацию, в основном на осадок и вертикальность. Также определяли плановые смещения причала. Вот в этом месте вот причал у нас находится, там у нас расположены пункты, то есть точки. И мы их замеряли каждый год, определяли плановые смещения, плановые и высотные смещения. Дальше. Также в 2018 году работал на Кашагане. Это остров Д, самый основной остров. Здесь определяли, тоже занимались мониторингом, так называли мы там мониторинг. Это наблюдение за деформацией сооружений. Здесь вот, как видите, вот проходят трубы на факел, и вот она расположена на эстакаде металлоконструкции, и определяли высотные смещения, то есть осадок данного сооружения тахеометром, тригонометрическим и геометрическим способом нивелирования. Также здесь были резервуары, там мы определяли осадок и вертикальность данного сооружения и процесс обработки. Дальше. Еще там мы занимались определением положения подводного колодца. Здесь вот огромный модуль, и там под водой у нас расположен бетонный колодец. И его смещение нужно было определить. Для этой работы привлекали также водолазов для того, чтобы поддержать отражатель или рейку нивелированную.
Ну, определяли высотное отклонение двумя способами, и тригонометрическим, и геометрическим вот нивелированием. Вот здесь она была расположена. Да, да, да. Да, да, да. Под водой она расположена. А примерно сколько будет? Ну, там 4-5 метров. Это так. Дальше. Ну, 19-й год занимались исследованием труб магистральных, которые мы проложили в далеком 17-м году, в 17-16 году. Специальный такой прибор был, Pipe Tracker называется, и он трассоискатель, но помощнее, и определяет вот глубину залегания такого магистрального трубопровода. Оно у нас там было диаметром 80-90 сантиметров. А обычным трассоискателем такое не померишь. Передвигались на таких транспортах. Дальше. Также здесь был у нас представлен такой прибор, вот как видите здесь или там. Оно определяет толщину льда. Такую работу делали во время рекогносцировки перед началом наших работ основных. Этот прибор был прототипом тогда. И мы замеряли и этим прибором, и также проверяли, бурили лунку и также замеряли толщину льда. Для того, зачем мы померяли? Для того, чтобы безопасно провести нашу работу. Так как заказчик требовал, чтобы толщина льда была не менее 15 сантиметров, чтобы выдерживала машину и также тяжелую технику. Вкалывается лед или Как? глубина как измеряется? Лед вкалывается? Нет, здесь она непосредственно косвенным методом определяется, без, как сказать, да, на расстоянии. А потом мы проверяли эту... Бурили и Да. проверяли линейкой для подтверждения, потому что Да, двумя способами проверяли. погрешность, уточнение. Да. Дальше. Вот непосредственно производство работ, а также вот транспортным методом вот определяли пайп-трекером. Также у нас пешая бригада еще вторым способом тоже также проверяла поверхность земли. Контроль, да? Да, контроль. Бурили лунки, снимали съемку, делали GPS. Также для безопасного производства работ закрепляли каждые 500 метров колышки, чтобы во время тумана, чтобы мы безопасно могли возвращаться на базу. Дальше. 19-й год. 3D-сканирование резервуара различных. Определяли сканером TX10 Trimble. Сама полевая работа, она занимает немного времени. Она очень быстро производится. Да, подготовительная и обработка. Ну, то есть, получается, 10-20% у нас полевые работы, а остальное это обработка. Вот, как видите, здесь вот по кругу у нас располагали марки привязочные. Также вот сферические марки для привязки сканов в плане и по высоте. То есть, обрабатывали в программе Trimble RealWorks. Можно вопрос? Сфера, на штативе, да? Нет, магнитная. Магнитные есть, также есть маленькие штативы, которые можно на земле установить. И если магнит, можно на различные металлические поверхности можно поставить. То есть для чего все это делается? Мы делаем несколько сканов, то есть несколько станций. На нескольких станциях измеряем. И чтобы сделать сшивку, закрепляем марки и сферическую марку для дополнительной точности. Потом, после сканирования, определяем положение марок, плоских марок. Дальше. В 2019 году также работал на Кашигане, на различных островах. Он состоит из нескольких островов. Там D, A, B, EPC-3, EPC-4, DC-05. Вот разные острова, но конструкции очень похожи.
Дальше. Там постоянно находились в СИЗах, полонах, так как работали на опасных районах, где красная зона. Замеряли урез воды. Ну, как топографию выполняли, так же и здесь. Дальше. Ну, вот еще один кадр с того момента. Еще один проект по изысканиям. Планово-высотное обоснование для линейного сооружения. Закладывали репера, определяли положение статическим методом. В этой работе включались подземные коммуникации, то есть определяли положение подземных коммуникаций трассоискателем Radio Detection RD8000. Здесь я занимался чуть-чуть исследованиями, пробовал разные способы. Прямое подключение, подключение индукционными клещами. И вот результат. Ну, процесс работы. Дальше. 19 год также занимались статическими работами для определения высоты водомерных узлов. Там на территории Кашагана на каждом острове есть такой водомерный узел, и оно определяет положение воды. Для корректировки этого положения определяли высоту каждого водомерного узла методом статики. Дальше. 19 год также занимались городскими съемками, также в свободное время изучал 3D-сканирование. 20 год опять же отправили на Кашаган на 3D-сканирование. Здесь были различные конструкции, типа такого, флянцевые соединения. Нужно было их смоделировать для заказа, получается, для замены нужно было данные 3D-сканирования. Вот сферические марки закрепляли, вот плоские марки тоже закрепляли. После сканирования определяли положение этих плоских марок для привязки сканов. Дальше. Работали с противогазом, да? Вот, кстати, назад можно? Здесь мы работали в красной зоне. Это очень опасная зона, потому что рядом у нас скважина стояла. И в любой момент, если выброс пойдет, если без защиты находиться, можно сразу же умереть. Да, сразу же умереть. И практически человек не успевает одевать этот, если выброс будет. И поэтому находились постоянно в противогазе. Потом баллон у нас был ограниченным, там запас кислорода очень ограниченным был. И для этого там на территории участка у нас была система постоянной подачи воздуха. И туда мы подключались и уже безопасно работали. Дальше. Это 20-й год, во время карантина. 3D-сканирование котла утилизатора. Тоже сканировали. Как я рассказывал, марки расположены. Здесь уже сферических марок не было возможности установить. И процесс обработки на Trimble RealWorks на компьютере. Дальше. Здесь также определяли резервуары. Вертикальность резервуаров, то есть вогнутость или выпуклость. Подробнее об этом я рассказывал на вебинаре внутри фирмы. Также проводил вебинар, то есть повышал квалификацию своих коллег. Оно есть на YouTube-канале. Обрабатывали в программе Leica Cyclone 3DR. 20-й год. Здесь уже занимал должность начальника партии. 2 бригады были, и они занимались различными работами. То есть, так как заказчик нам дает задание, с разных отделов поступают задания, и мы их выполняем и делаем геодезический отчет. И в это же время я сделал полностью информационную базу всей территории завода в автокаде, то есть объединил все чертежи, которые в самом начале показывал, радиусом 7 километров. И это я считаю своим достижением. Дальше.
Вот также процесс изыскания, топографическая съемка линейных сооружений. Вот база, там команда была самая хорошая, у нас, самая лучшая. Также вот продолжение предыдущего изыскания вот, на морской части и на транзитной зоне. Здесь у нас располагалась небольшая передовая база. Здесь мы там отсюда мы переоборудовались и дальше уходили. И наша фирма тестировала беспилотные летательные аппараты. Данный беспилотный аппарат имеет вертикальный взлет с вертикальным взлетом. Также промышленный квадрокоптер DJI Matrix 300 и обычный дрон тоже DJI Magic 3. Mavic 3 дальше. Вот процесс запуска и слежения за беспилотным аппаратом. Я, честно говорю, здесь особо не занимался. Этой работой занимался мой друг. Он этим обучался. И состоит из множества подготовительных работ для того, чтобы запустить один полет. Дальше. Да, съемка шельфа GPS-приборами. Так, глубина воды не очень большая, там полметра максимум. На катере снимали и пешком. Также было очень холодно тогда. Дальше. 21 год. Различные работы по мониторингу. Также определяли вертикальность данного сооружения факельного. Оно высотой 100 метров. Снимали тахиометром, выполняли работу тахиометром в безотражательном режиме и обрабатывали в программе BestFit. В 2021 году устроился в строительную фирму. Так как я больше занимался изысканием, мне не хватало опыта в строительстве чуть-чуть. И я перешел на строительство и занимаюсь строительством жилого комплекса. И по сей день работаю в Sensata Group. Моя работа включает там разбивочные работы и составление исполнительных схем. Дальше. В декабре у меня друг попросил показать приемы работы в автокаде. Я случайно снял, залил в YouTube, дальше разослал по группам. И так у меня открылся YouTube канал. И сейчас теперь каждую неделю стараюсь заливать видео по обработке. Сейчас в данный момент по обработке в основном работаю в автокаде, в Excel, так как считаю это основой и обязательным знанием для юных геодезистов. Дальше телеграм-канал «Мастерская геодезиста» открыл в марте 2022 года. Недавно под Новый год перевалило подписчиков за 1000. Здесь я делюсь полезными советами, программами, которые я сам лично использую и рекомендую всем остальным. Дальше. YouTube канал, Telegram канал, также Instagram. Можете подписываться, смотреть. Если вопросы есть, я готов отвечать на них. Большое спасибо, во-первых, вам хотелось бы сказать. У нас буквально за 7 лет у вас уже такой большой опыт в разных отраслях. Для меня, например, открытие, я человек не геодезист, но что и под водой можно такие чудесные вещи творить, узнавать, поэтому вам большое спасибо, что вы нашли время, пришли сегодня. Наши коллеги, я знаю, что готовились, у них много вопросов. Коллеги, в первую очередь, барлықтарыңызды мынау жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңағы болсын, берекелі болсын. Міне айтамыз, әлгі нақты өзінің елінің, өзінің жерін айтады ғой, нақты сүйетін патриот деген осындай болады. Өзінің білім ордасына келіп, менің осыған шейін осы колледжден алған біліммен ары қарай жалғастырып, қолымның жеткені осы. Мен осыны үйрендім, осыны сіздермен бірге бөліскім келеді. Және қазір оқып жатқан біздің осындағы ұл қыздар осыны игеріп, ары қарай жалғасын тапса, менің жасап жатқан жұмысым, ізденіп жатқан жайым
тектен тегін емес деген. Дұрыс па олар? Иә, дұрыс айтасыз. Я это заслуживает огромной похвалы, гордости за то, что у нас есть такие прекрасные выпускники этого колледжа, которые действительно горят за такое дело, что да, оно должно найти свое продолжение в виде обучения такого хорошего подрастающего нашего поколения. Это огромный большой, я считаю. Мы очень рады, что сегодня так получилось выгадать время. Қазір уақытта ең қымбат мәселе бұл уақыт. Сол уақыттың ішінен жаңағы арнайы қиып тұрып осы жерге келемін, осы ортаға келемін, осымен бірге келеміз. Біз кабинетте отырып біраз университет қызметтерімен қарым-қатынас болады бізде ары қарай. Онсыз да бар екен. Мына қазіргі ұстаздар мына жерде қызмет етіп жатқан кешегі сіздермен бірге осы мекемеде білім алып, осында сіздер сияқты оқушыларға жоларды қолдарынан келгенше ізденіп, қазіргі таңда сондай үлкен қызмет істеп жүрсеңіз. Мына жылда осы колледждің үлкен мерейтойы өткен болатын, 75 жылдық той болатын. Сол мерекесінің қарсаңында осы колледждің осындай 75 жылдық мерекелік медалін алған болатынбыз. Ол осы колледжда еңбегін сіңірген, сонымен бірге осы колледжда білім алып, содан кейін қазіргі таңда түлегі ретінде қол үзбей қарым-қатынаста болып, осындай жетістікке жетіп жатқан біздің жаңағы түлектерімізге ұсынып жатырмыз. Сондай түлектің бірі сіз деп ойлаймын. Ол айтылып қалмас. Нөмір 7. Сонымен бірге мынандай арнайы алғыс хат дайындағанбыз. Алмас Айтымұлы, выражаем благодарность за активное участие в сегодняшнем круглом столе, успешная социализация выпускников колледжа и удовлетворительные потребности в отрасли геодезии и высококвалифицированных кадрах. Үлкен сізге рахмет. Мен ойлаймын, біздің қарым-қатынас әлде үлкен керемет жалғастығын табады. Бұның жаңағы сізге тағда табыс етемін. Бұл біздің колледждің Рахмет. құтты болсын. Үлкен рахмет. Көп рахмет.